О, это что-то серьезное. Джексон. Это Мечта что-то серьезное. рок-музыкантов 90-х. Доходим? Да. А солдаты? Я тоже мечтал о вот этой гитаре. Те далекие времена. Хотя вот это первая, помнишь, я про которую рассказывал, что Угу. Yamaha SC1200, на ее уровне, кроме PRS Western 24, по звучанию я не встречал, честно сказать. Что только у меня и не было. И Джексон, и Баннезы, и Фендера. Фендеров, кстати, у меня было сколько? По-моему, 3 штуки. Стив Рэй Вон, знаешь такого гитариста? Супер считается тоже. Я закладываю. Так, 3, 2, 1, мотор. так. Султан Маршвол, Пацаузен. Я нашел, понял? Сегодня у нас речь пойдет о какой гитаре? Сегодня я хотел сперва 2 гитары принести, потом подумал, нет, все-таки долгий процесс. Это Джексон SL1, чистый американец, чистая американская гитара, о которой я мечтал. Это мечта рокеров 90-х годов. Я сам о ней мечтал. Ну, то есть ее прелесть, ща, я даже не знаю, ну, когда я ее впервые взял в Москве в руки, ну, не эту гитару в 90-х годах, в 92-м, по-моему, Джексон SL1 именно был, а мне нужен был SL2, то есть она мне до того понравилась, что она звучала мощно. Ну, вот эта гитара, вот у нее есть паспорт, сейчас, не голосу. 9-й год, посмотри. Это паспорт. 2009 год выпуск, да? Да, по-моему. 09, да. То есть она у меня с 10-го года получается. Вот это, я же говорю, это, если когда я в ЗАМе играл, я мечтал вот на Джексоне. Но не получилось тогда. Я играл на гитаре, которая была сделана из корпуса, из опилок. Она была Merlin by Honor. А что это Сеймур Дункан? Сеймур Дункан — это датчики, которыми они оснащены. Здесь стоит ТБ-4, датчик ТБ-4. Есть такой гитарист Джейл Бек. Слышал? Вот Джейл Бек, очень нравится мне тоже его манера игры. Вот они, его как бы именной датчик. Made in USA. Это американская гитара, которая в районе $3000 стоит. Я что сделал здесь? Мне всегда нравились... Здесь, конечно, она была более металлическая, то есть черные колки. Они, вон, и есть бутоны называются. Я заказал перламутровые бутоны, то есть ближе к естественному, понимаешь, да? То есть сама гитара как сделана? Здесь сквозной гриф, 24 лада, мензура 25,5, как у Fender Stratocaster, длинная довольно-таки мензура. Чисто родной... Я сейчас вот не вижу в очках. Флойд Ройс, натуральный, фирменный Флойд Ройс, который и должен быть немецкий. Этот датчик ТБ-4, вот эти, Сеймур Дункан, но какие именно, я сейчас не помню. Положение у него как в Стратокастере, 5 положений. Корпус. 5 положений? Переключений. У Стратокастера же тоже 5 положений переключателя. То есть, берешь там, если взять, вот некоторые спрашивают, а зачем такие дорогие гитары? Вот они вот часами, хоть годами ее дергать, она никогда не расстроится. Что туда, что назад, что вперед. Замки все держат. Натуральный перламутр, надпись выбита туда, внутри. Она, значит, сделана. Это натуральные. Почему? Дорогие. Гриф сам кленовый. Клен до конца проходит. Не знаю, докуда он проходит. Не до конца. А может, до конца, честно сказать. Я вот не могу точно сказать. Но я знаю, что это кленовый гриф. Причем не склеенный, а как готовый, так скажем, да? 24 лада. Акули, вот эти отметки, зубы так называют, тоже натуральный перламутр. Эбони, или по-другому, накладка черное дерево.
И единственное, вот многие тоже удивляются, у него корпус тополь. Вот как раз сейчас тополиный пух пошел, да, вот тополь. И у меня обычно вообще гитары я ставлю обычно вот эти замками, чтобы гитара не свалилась, не это. Вот сзади замки стоят тоже, чтобы настроил, закрыл. У Джексона что примечательно, у него вот эти крышки металлические. Да, то есть он это, ну я на ней играю мало, редко, так скажем. То есть так, когда много гитар, много разных гитар, получается так, что я свою заказную гитару, которую вот обзор будет, может, в следующий раз, но я вообще хотел по мере приобретения, да, гитар, как бы. Почему начал с последней? Она, как бы, ну, с ретро, так скажем. По мере поступления по годам. Я вот так хотел с гитарами, ну, что принести. И поэтому, скорее всего, обзор на мою заказную гитару будет последним. Заказная гитара была сделана как? По прототипам. То есть я попытался воплотить и Гибсон, и Фендер, и Джексон, и Стратокастер, короче, там, и, ну, чего только там нету. То есть потом, когда будем рассматривать, увидим. В общем, вот такие дела. Поэтому на ней я почему мало играю? Потому что та гитара заказная, она как бы и заменяет мне и Джексон, и Фендер, и вот так как бы. Сейчас, в последнее время, конечно, больше я играю на самой недорогой гитаре. Это Грега, который я как раз и приносил. В каких вещах она участвовала? Вот эта гитара? Да. Вот это... она точно участвовала в моей песне, значит. Эрха Ойла, очень такая на чеченском хорошая вещь, типа баллады. То, что на записи непосредственно, потом в клипе то, что есть Эрха Ойла называется. Там вот потом абхазка соло, ну, то, что тоже с ней записано. С ней и ламповым прибором АМТ СС, АМТ СС-11Б. Б там для низких строев, да, сейчас сказать, особенно там между А и Б чуть-чуть он потяжелее звучит. Вот такие вот дела. Вот ее. Из кейсов, кстати, у Джексона из кейсов, он, можно сказать, самый такой экономичный. В каком плане? В плане пространства. Он, допустим, если у Ibanez там занимает вот такое, понимаешь, да, там расстояние, там на гастролях не совсем удобно, да, получается, место же занимает. Или, допустим, у ПРС, у Polaris Smith, у него вообще деревянной кожей, натуральной кожей обтянут, деревянный кейс. Он вообще тяжелый. Как бы. Поэтому в этом плане Джексон очень удобный. С кейсом ее брал? Они же вообще дорогие гитары же без кейса не идут. Ни одна дорогая, кто говорит там, вот, нет, это полная чушь собачья. Гитары, которые шли тогда в Совет еще с 90-х по 2000-е годы, допустим, да, они, это сейчас, да, так, гитара, которая тогда стоила $1500, она сейчас стоит $3000. То, что 3000 стоило, сейчас 5000 стоит, вот так подорожали. Вот гитары, которые шли от, я вот именные гитары, у меня был Стив Рэй Вон, допустим, да, она где-то 1300, наверное, долларов тогда стоила. Ингви Мальмсен, $1300 стоила гитара, кейс с кейсом. Ну, со всеми делами. Потом Ричи Самбора, $1500, самая дорогая, как сейчас помню. Там был гитара Джефф Бек, гитара была. Потом и еще гитара была Эрик Клэптон. Но они стоили дешевле, вот, чем 1500, то есть где-то в районе 1290, вот так. И самая недорогая гитара была, это модель Ричи Блэкмора. Fender Stratocaster, но она выпускалась в Японии. Там было 2 датчика. То есть там стояло, конечно, 3 датчика. В середине, как у Блэкмора, датчик был отключен. У Блэкмора он тоже, средний датчик был отключен. Вот это чисто японские гитары. Чуть-чуть с легким таким скалопацией, с легкой скалопацией. Ингви, конечно, сделал из-за того, что он занимался лютнями, там разные, смотрел. И он конкретно у него там, да, гриф, если посмотреть, харш тига. У Блэкмора
Если с первого лада смотреть, на следующий лад у него вот так как бы. У Ингви Мальсима проем такой, с двух сторон одинаковый как бы идет. А у Ричи Блэкмора шла с первого лада чуть-чуть и сюда более углубленная вот такая техника. Ну, что говорил, кому-то вообще Ингви не нравится, ненавидят они. Кто-то Ричи Блэкмора ненавидит там. Часто много специалистов таких сидят там. Супер, да, там у них просмотры там миллионы, я не знаю, что, то есть чуть ли там сам Стив Vai Сатриани ему сказал, блин, хороший оценщик. Это все чушь собачья. И люди записали и в историю вошли, у них много своих произведений, которые все до сих пор и играют. То есть, поэтому, чтобы кого-то судить, самому надо сперва этот уровень достичь. Да. Вот тогда критикуй, да. У нас тоже много критиков. Очень много критиков, что... Ой, мама, я... В общем, вот эти музыканты наши, меня всегда удивляло. Вроде бы музыкант, да, это профессия его такая. А ни одного собственного инструмента нету. Как говорится, вот говорили как? Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. А я сейчас тоже такая, значит, покажи свой инструмент, и я скажу, какого уровня ты музыкант. Потому что, не имея профессиональный инструмент, профессиональные инструменты идут там от определенной стоимости, да, там профессиональные инструменты, ну, по сегодняшним годам, я не знаю, по сегодняшним годам, наверное, от $2000, наверное. Я сейчас точно не знаю. Знаете, что цены огромные поскакали вверх. Тогда это было от $1000. Значит, сейчас это $2000. Это 90 минимум. Если 1000 было. То есть на профессиональном инструменте многие гитаристы, да, которые вот попросили меня, дай поиграть, покажи гитару, там, ну, когда Грозный. Там в Москве так не спрашивают, у каждого есть свой какой-то инструмент. Они, если им что-то не получается, они не стесняются, говорят, ну, мы играли в живой команде, да, там с разными проектами. И то, что они не тянут, они сразу, я не тяну, я такое не играл, извините, там, допустим, Сукачевский гитарист с нами работал, Маршапчик фамилия, он и сейчас работает с ним. Он мне сразу говорил, Султан, клянусь, я такие вещи не играл, я привык, говорит, вот, легкий перегруз, и играть аккордами, джин-джин-джин-джин, ну, это русский рок. А здесь, если скажешь, вот надо вот это сыграть, да, что, в чем? Да, я сейчас сыграю. Что удивительно, все вот, кто вот так говорит, они и не могут сыграть. Вот что удивительно, те, кто ладно, я посмотрю, раз музыкант, обычно так. И когда они брали вот эти ребята, некоторые у меня гитаристы, гитару, они смотрят, я играю маршал, у меня там это, я включаю, мы репетируем здесь просто. Блин, как хорошо там звучат. Можно попробовать. Я говорю, конечно, можно, только руки помоют, ну, предварительно. Правда, потом еще я им говорю, ладно, я знаю, что они не помоют, ладно, вы играете, там все равно стоит эликсир струны, они грязь не берут, как бы. Они берут эту гитару, вроде бы на своих гитарах, там, за 5000 рублей, да? Блин, вроде бы играю, все четко там. Как взяли эту гитару, они не могут ее, на ней играть не могут, грязь. Ну, любители автомобилей и мотоциклов меня поймут. Почему? Вот, представьте себе, любитель там на какой-нибудь восходе, ну, слабенький мотор туда-сюда, да, а тут, блин, Харли Дэвидсон или Феррари машина, да, досталась. Он сразу не сможет управлять. Вот то же самое. Не У поймет. них мощные датчики. Они сразу... Это профессиональный инструмент, он чем хорош? Профессиональный инструмент учит музыканта играть чисто, профессионально. На недорогих инструментах грязь, она не слышна, она сглаживается. То есть вот первый раз, когда я тоже, ну, когда сколько я даже не знаю уже, наверное, лет 40, наверное, назад, когда взял и подключил профессиональный инструмент, да, то есть я понял, насколько это не так я как бы играл, как бы, что надо было бы играть. Вот такие моменты. Опыт. И потом я расскажу еще про гитары, которые у меня были, и которые, к сожалению, я
продал их в филармонию, недорого причем я их продал. И, к сожалению, эти две гитары, одна гитара вообще была, их было вообще выпущено то ли 300, то ли 400 штук в мире. Это стиваевская гитара Ibanez 90 Ham. Она была выпущена на 90-летие юбилей создателей этой компании. Когда ты такие вещи рассказываешь, мне так жалко эти инструменты. Взяли эту гитару, взяли и уронили, и она разлетелась. Также и старая, это уже одна тоже гитара, которая под Les Paul была сделана. В общем, Тимур, вот такие вот дела. Если какие-то вопросы у людей будут по настройке там Флойд Ройса, там как его по анкеру, как вообще лучше настраивать, чтобы я помогу. Советом, так сказать, практически такой. Все, я пришел на занятие. Да, и рисую. Что, ну что, то, что обычно. Видишь, по-другому, кстати. Меньше грязи. Кстати, меньше грязи. Тебе удобно на ней играть? Ну, вот, видишь, Ощущения какие? Какое ощущение? Ну, где-то 3 штуки вот такая гитара стоит. Как. Баксов, да? Да, ну может быть, знаешь, может здесь за 2 штуки взять, ну, посылку. Ну, обычно, Подожди, я... знаешь, как чтобы что-то такое найти, да, это, ну, долго. И покупать гитару у какого-то незнакомого тоже не резонно, конечно, это. То есть, кто его знает, что с ней случилось, что там было. Кот в мешке, Вот да? эти Гибсоны все, башка отлетела, башка прыгли, сделали отлично, ну, здесь уже отлетела, как это, пол машины отлетела, потом, ну, что там, ну, приварили, все нормально, заметно. Вот чем отличаются вот фирменные гитары, вот дай-ка ее сюда. Как бы, если хотите, мы можем прям сравнить 2 гитары. Есть интерес? Давай. На небольшие фрагменты. Давай с той гитары начнем. С той гитары, с твоей. Давай. Давай, поднеси-ка, с нее попробуй. И вот разницу в артикуляции просто, вот чем отличается некоторые, да что там она такая, зачем покупать дорогую гитару, когда есть там какая, допустим, китайская гитара. Куда это включать? А? То есть тоже положение вниз, крутилки на полную. Включай дисторшн. Простой звук вводим, короче, юзать. Все. Теперь мы смотрим, выключай. Теперь смотрим то же положение, ничего не крутим абсолютно. Вот бери гитару. Ничего мы не крутим, как она есть. Как вот она есть. Сама включаем. То же самое играет. Причем я особенно не напрягался, как играет там. Включай. А лети. Самое главное, эти гитары не шумят. Артикуляции. Ну на, поиграй. Давай чуть-чуть поиграешь ты на этой гитаре. Чуть-чуть разминку на ней поиграй. Джим 3. Помнишь там такой? Некоторые покупают гитары с машинками. Ну, вот как так. Ну, видишь, ну, машинка, что там. И она у них не строит. Да, расстраиваются. И не удивляются, почему это. Ну, вот чем дорогие гитары, вот чем они отличаются. Тем, что у них все на месте. Тяга, все достаточно. Но
на высоком уровне, так сказать. Так, что ты хочешь играть? Сегодня день Джексона. Но некоторые спрашивают, Джексон, это никакого отношения к Майклу Джексону не имеет. Это название. Потому что Чарвелл и Джексон были две компании, они сейчас Fender перекупила. То есть они входят, эта фирма входит тоже в Джексон, то есть в Fender.